Первый день форума сразу задал небывалый темп. Это цифры, способные полностью трансформировать экономику до 100 миллиардов рублей потенциальных инвестиций и еще 20 миллиардов льготных кредитов на ближайшие годы. Форум стал эффективной площадкой для диалога о будущем Абхазии. С момента признания независимости Российской Федерации, Республики Абхазия такого рода масштабного форума не проводилось. Десятки подписанных соглашений, которые подразумевают не просто намерение о сотрудничестве, это уже конкретные проекты, конкретные вещи, которые направлены на улучшение в том числе экономической самостоятельности, экономических показателей. Это создание новых рабочих мест, это новая налогооблагаемая база. Что касается приоритетности, в том числе и вчера на форуме мы задали эту приоритетность. Мы говорим о сотрудничестве, об особом статусе сотрудничества с Российской Федерацией. Это для нас приоритетное направление. Мы хотим создать наиболее благоприятные условия для привлечения инвестиций из Российской Федерации. Это важный фактор нашего взаимодействия. Ну, конечно же, в рамках этого взаимодействия не говорить о сотрудничестве с регионами Российской Федерации, это неверно, это огромный потенциал, это огромные возможности, которые мы обязательно должны использовать. И приезд сюда 15 руководителей регионов Российской Федерации – это показатель того, что мы не просто на словах говорим о необходимости расширения взаимодействия, это уже работа, которая ведется системно и будет продолжена. Самое главное – результат. В рамках форума подписано около 30 соглашений в ключевых сферах экономики. Одно из центральных – в энергетике. Документ между правительствами Абхазии и России закладывает фундамент для совместной работы единых энергосистем от координации в аварийных ситуациях до прямых договоров между профильными ведомствами. Если мы достигнем на порядок, наполовину уменьшения затрат электроэнергии, сэкономит колоссальное количество средств. Поэтому считаю, что эти направления важны, и по ним надо дальше развивать нашу работу. Эффект от совместной работы уже ощутим. Эта зима стала первой за долгие годы, которая прошла без верных отключений. Стратегический партнер оказал поддержку, однако была проведена и колоссальная внутренняя работа, борьба с незаконными подключениями и установка приборов учета. Упор на то, чтобы сделать энергетику надежной базой для инвестиций. Самое главное, почему я электроэнергию вынес на первый план, ни один новый проект развития, заводы по переработке сельхозпродукции, промышленные мощности, логистические терминалы, новые гостиницы и санатории. Они все требуют электроэнергии. Никто не будет вкладывать, если его в любой момент могут отключить из-за неустойчивости энергосистемы. Поэтому огромная работа была проделана. Она не закончилась, она идет, потому что это в том числе ревизия состояния электрических сетей, это ремонт подстанций, это установление приборов учета. На это выделяются соответствующие деньги и в Абхазии. Россия оказывает помощь, в том числе предоставлением товарного кредита. Это вот первый результат, который мы видим. Ну и это такой большая, серьезная работа. Много что предстоит сделать за лето 2026 года. Сельское хозяйство. Новое соглашение между ведомствами направлено на повышение плодородия земель и экологическую безопасность. Совместные почвенные и агрохимические обследования позволят абхазским фермерам выйти на новый уровень качества, сделав бренд «Сделано в Абхазии» конкурентоспособным на мировом рынке. Главными направлениями нашей деятельности должны стать это развитие, конечно же, агропромышленный сектор, сельскохозяйственное направление. Абхазия имеет огромный потенциал развития агропромышленного комплекса. Мы обязательно свое внимание сосредоточим на развитии этой отрасли. Переработка – одно из важных направлений, когда продукция доставляется уже потребителю на экспорт из Абхазии уже в готовом виде.
это как раз-таки дополнительные налоговые поступления, это возможность создать здесь на месте новые рабочие места. Но чтобы продукция и люди могли свободно перемещаться, необходим транспортный прорыв. Впервые на форуме представлен весь блок российского транспорта во главе замминистра. Железная дорога, море и небо. Теперь в Абхазию можно добраться любым видом транспорта. Колоссальный потенциал для нашей экономики. Наряду с открытием международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арцена, открытие железнодорожного сообщения, сотни тысяч людей перевезены этим транспортом. И, конечно же, есть куда расширяться, наращивать объемы перевозок, грузов, пассажиров. И в этом смысле, конечно же, мы и дальше будем прорабатывать развитие этих очень важных отраслей экономики. У нас к лету впервые становится совсем большой широкофюзеляжный самолет, там порядка 500 мест на одном борту. Такие самолеты сюда еще не летали. Это тоже увеличивает пассажиропоток. Причем, знаете, что важно, что здесь инвестиции, которые Россия в это вкладывает, и инвесторы, и из бюджета Российской Федерации, они носят системный характер, потому что мы не просто запустили электричку в прошлом году, но в этом году из бюджета заложили субсидию на то, чтобы билет оставался 300 рублей, а не 1000, как он мог бы стоить. И это в первую очередь, честно говоря, даже не столько для туристов, сколько для местного населения, конечно. Ровно такая же история комета, она запущена, и на этот год заложено субсидирование. Иначе цена билета там будет такой, что местные жители туда точно не поедут, и не каждый турист это сделает. Темпы только нарастают. География полетов в Сухум расширится до 8 российских городов, а пассажиропоток должен составить 300 тысяч человек в год. В разы увеличится и пропускная способность на государственной границе по реке Псоу. Строительно-монтажные работы идут полным ходом. Ремонт – это несколько лет, но организаторам поставлена задача не закрыть пункт наполовину на время ремонта, а даже в процессе ремонта каждый год будет увеличиваться пропускная способность. Вот это вот важнейшая задача, о которой мы договорились, что будет контроль и с российской, и с абхазской стороны, чтобы людям было удобно, потому что туристический поток растет. Чтобы все заработало еще быстрее, убираются барьеры. Одно из самых важных решений – упрощение въезда для несовершеннолетних граждан России. Одной из главных задач в этом взаимодействии остается развитие инфраструктуры. На ремонт дорог республиканского значения уже выделено 3 миллиарда рублей. Качественные магистрали – это не только комфорт, но и залог роста экспорта. Сергей Кириенко подчеркнул, сегодня для Абхазии открыты уникальные возможности поставлять свою продукцию в Россию. Ситуация на границе уже кардинально изменилась. Таможенные барьеры минимизированы. Проблем с вывозом продукции нет. Теперь все смещается на переработку сельхозпродукции внутри страны. Только стало проще с экспортом, тут же в этом году увеличилось количество площадей, на которых высаживают и цитрусовые, и другие сельскохозяйственные культуры. Но приоритет инвестиционный – это, конечно, переработка. Конечно, должна вывозиться не просто сырая продукция, потому что то, что вчера на выставке показывали, и мармелады, из фихуа, из цитрусовых. И меня очень порадовало, что стали появляться такие, знаете, не просто такая первичная переработка, а более современная, более глубокая переработка. Очень интересный проект по производству ароматических масел. Вот вчера нам на выставке его показывали, причем с учетом огромного российского рынка и с учетом того, что сегодня в условиях специальной военной операции у нас часть традиционных поставщиков европейских ушла с рынка, это открывает уникальный рынок. Причем для продуктов глубокой переработки. Вот мы вчера со специалистами в этой сфере в Абхазии в сельском хозяйстве говорили, что когда-то в советские годы на производстве ароматических масел в Абхазии было создано до 15 тысяч рабочих мест. Даже если половину этого восстановить, а это абсолютно реалистично, что такое сегодня для Абхазии 7 тысяч дополнительных рабочих мест, это серьезная история, очень серьезная история. Кстати, вот на это в плане выделения кредитов примерно запланировано до 15 миллиардов до 30 года на поддержку проектов переработки сельхозпродукции и в развитии села.
На форуме в Сухуме подписано еще одно важное соглашение. Абхазии передадут современную лабораторию Роспотребнадзора, которая позволит республике внедрить современные стандарты контроля качества продуктов и усилить санитарно-эпидемиологическую службу. На проект выделено 48 миллионов рублей. Туризм остается локомотивом этих изменений. Важнейшим событием форума стало подписание соглашения между Минтуризма Абхазии и российской госкорпорацией «Кавказ-РФ». Инвестиционная компания на Северном Кавказе, причем компания 100% государственная, но основная наша экспертиза, так сложилась, это туризм. Поэтому мы сегодня подписали соглашение с Министерством туризма Республики Абхазия и планируем уже в рамках соглашения достаточно детально попробовать поделиться своим опытом, формирования крупных горнолыжных курортов, пляжных курортов, чем мы занимаемся на Кавказе, и достаточно успешно. Опыт с точки зрения и привлечения инвестиций, и с точки зрения вообще планирования будущего развития туристических локаций и всесезонный туризм, чтобы бизнесу было комфортно не только в летнее время, но и в зимнее время. Подписанные соглашения – это конкретные шаги к тому, чтобы республика стала надежным партнером и продолжила свое развитие. Форум завершен, но настоящая работа по реализации этих амбициозных планов только начинается. Гугуца Вардания, Камила Джопова, Абхазское телевидение.